Да, ислам преимущественно мирная религия. Распространение любви, мира. Да, все это так. Но когда ситуация обостряется, включаются другие ахкамы, другие законы Аллаха. И сегодня мы с вами не гордимся этим. Стесняемся. Мы красим ислам во столько разных цветов. Даже мусульмане уже запутались. Каков истинный ислам, уже никто не знает. Какой там мусульмане сомневаются в пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Мы напуганы, мы в ужасе. Люди уже имен своих стесняются, мусульмане имена скрывают. Почему? Почему? Какое такое имя у других, которое лучше моего, скажите? Не хочу показывать, что я мусульманин. Почему? Потому что в глубине души я все еще сомневаюсь, я не до конца убежден. Внутренняя проблема намного больше, чем проблемы снаружи. Ведь посмотри вокруг и увидишь, как мусульмане относятся к вещам, в которые верят. Это поразительно. Поразительно, и я прошу меня простить. Мне жаль, что приходится приводить этот пример, но просто чтобы было понятно. Вот 20-30 лет назад быть гомосексуалистом не одобрялось, осуждалось. Но они праздновали, не знаю как у вас, но у нас в Сиднее, они проводят свое празднование. Есть у вас такое? Они празднуют, поют, танцуют, разодеваются во всякое, потому что это то, во что он верит. Раньше мы над ними смеялись. Почему? Потому что они постоянны в том, во что верят. Они жертвуют ради того, во что верят, а мы с вами не жертвуем. Мы хотим компромисса. Мы говорим, брат, надо с мудростью подходить. С какой мудростью? Это моя религия, это мой ислам, это моя честь, это мое. За это я живу и за это я умираю. В чем ты хочешь, чтобы я на компромисс пошел? В религии Аллаха, в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Ради чего? Вот на самом деле, ради чего? Я лучше умру на ногах, устанавливая религию Аллаха, чем буду жить на коленях. Мы не гордимся нашей религией, нашим пророком, нашей сунной. И от этого у нас большие проблемы. Но ведь у вас нет ничего лучше, чем ислам. Если бы было какое-то другое решение, если бы был какой-то путь лучше, чем ислам, я бы еще понял, но ведь лучшего пути, чем ислам, нет. Что может быть лучше? Посмотрите на мир, покажите пальцем в любом направлении. Люди думают, если мы избавимся от ислама, избавимся от мусульман, то все будет хорошо. Да вы что? Приведите мне страну, где депрессия не прогрессирует, где у людей нет тревог, сексуальное насилие над детьми не процветает, где нет самоубийств участившихся. Покажите, где? Где преступность не процветает. Покажите, где? Пальцем покажите, где? Где? А у нас с вами есть решение от этого, есть лекарство. У нас есть религия Аллаха, которая может решить проблемы всего человечества. А мы стыдимся своей религии. Ради чего живешь? Мусульмане стыдятся. Конечно, я в обществе не говорю так. Не мусульманам я так никогда не говорю. Пожалуйста, братья, не поймите неправильно. Мы проявляем любовь, хикма, мудрость. Ведь это тоже сунна. Это тоже нас связывает с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Но надо вещи в более широком аспекте рассматривать. Меня это сильнее ранит, когда я вижу мусульманина, который сомневается в приказе Аллаха, чем видеть не мусульманина, который не знает религии, не знает Корана, посланника Аллаха, он запутан. И такой человек, клянусь Аллахом, не беспокоит меня так. Но мусульманин, у которого иной раз имя Мухаммад, сомневается в законах Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Что же это такое с нами? Разве у тебя есть что-то лучше? Вы слышали, мусульмане укрыли своих женщин. Это притеснение. Что они делают? Они в средние века вернулись.
Мы укрыли наших женщин. Раздули это теперь, вы укрыли своих женщин. Почему они должны закрывать свое лицо? Это просто поразительно, поразительно. Сегодня брат фоткается с женой, ставит в WhatsApp на аватарку. Мы влюбленные. Вот такие мы, я и моя жена. Ты и твоя жена. Маша Аллах. Да, братка, вот так открыто выставляют. Он знает, что каждый мужчина, который это посмотрит, будет смотреть на его жену, и он знает. Его это устраивает. Честь пропала. Зачем вы должны покрываться? Вот интересно. Каждый человек, каждый на планете Земля знает, что все, что имеет ценность, как-то защищено, укрыто. Деньги где держишь? На окне хранишь? Драгоценности где хранишь? Перед окном, чтобы все смотрели? Где хранишь их? Они укрыты в сейфе, под замком, в черной вельветовой коробке. Это мы все понимаем. Брат, это ж ценность, сокровище. Так вот, наши женщины для нас ценнее, чем твои цацкие деньги. Мы укрываем своих женщин, потому что они самое ценное, что у нас есть. Вот и укрываем. А они говорят... Средние века. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Альхамдулиллах, братья, мы в исламском собрании. Как мы слышали, Маша Аллах, брат Мухаммад говорил о том самом подчинении Аллаху и его пророку. Это очень-очень важно для всех нас, мои братья. Без подчинения человек не достигнет блага, самого лучшего, что Аллах ему уготовил. Вы не достигнете того, чего Аллах желает от нас. Братья, давайте пойдем дальше. Углубимся в тему. Мы должны понять, что вся наша религия опирается и зависит от подчинения. Опирается и зависит от имана, от веры. На самом деле, мои братья, когда мы говорим о самосознании, почему люди меняют окрас? Почему у людей разные представления о том, кто они такие? Или почему они меняют свое самоопределение с одного на другое? Кем они являются, к кому относятся? Потому что люди ищут почтения в этой жизни. Почему человек одевается определенным образом? Если спрошу любого: брат, почему именно так одеваешься? Почему носишь этот бренд? Или этот лейбл? Почему выбираешь этот стиль? Люди обычно говорят: ну, брат, мне это нравится. Так одеваюсь, потому что нравится. На самом деле не одеваются, к примеру, в кожаное, потому что самому человеку это нравится, мои братья. Люди носят это, потому что другим нравится. Вот, в каждом магазине, где продается одежда, обувь и так далее, какой самый важный предмет интерьера в магазине? Зеркало. Почему ты смотришься в зеркало? Потому что хочешь увидеть, как люди видят меня. Каким меня видят? Хочу видеть, когда другие смотрят на меня, что они видят? Мне нравится материал, мне нравится цвет. Все это мое самосознание. И это самосознание исходит напрямую из вашего якина, вашей убежденности, веры, твоих убеждений, чему ты доверяешь, во что веришь, чему подчиняешься. Что есть почет? Откуда он исходит? Ответите на эти вопросы? Тогда ответите на все вопросы о самосознании, мои братья. В наши дни каждый человек ищет почета. Хотим быть любимыми, быть известными. Хотим, чтобы нас ценили, чтобы люди смотрели на нас. Это естественное человеческое чувство. Но проблема в том, что путь, как мы это достигаем, это не тот путь, который нам с вами показал Аллах Субханаху ва Тааля. Не путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Наоборот, в наши дни, когда мы ищем почета, где его ищем? Мы ищем его там,
что мы называем... Вот в каждом обществе, в каждой общине есть те, кого мы называем элитой, кто рулит. В плане стиля, например, что теперь в моде? В одежде, какой стиль? Кто решает, что сегодня красиво? Что стильно? Что будет модно этой весной? Кто решает? Например, это известно в мире, что Париж – это столица моды. Все эти известные лейблы, бренды, что обычно в Европе, может и в Америке, Аллах знает лучше. Точно уж не знаю, но в наши дни Париж на высоте. Все эти стилисты, бренды, маша, Аллах, люди сидят, рисуют и решают. Так, в этом году вельвет. В этом году голубой цвет. Вплоть до того, что... Что-то простое, борода, например. Вот недавно в хаджи брата встретили. Сейчас модно, я недавно об этом узнал. Борода в моде. Выглядеть как боец Конор Макгрегор. С такой большой бородой, с большими усами. Субханаллах, кто-то из элиты среди тех, кто задает тон. Решил, что это модно. И субханаллах, парня молодого мусульманина вижу. Теперь он бороду носит, потому что модно стало. Теперь борода это хорошо. Теперь привлекательно вдруг стало, субханаллах. Аллах почтил нас. Аллах дал нам силу. Аллах возвысил нас в глазах людей. Из-за этой религии. И если мы ищем почета в чем-то другом, кроме этой религии, Аллах унизит нас. И сегодня, мои братья, это происходит с нами. Сегодня мы ищем почета в нашей одежде. Мусульмане ищут почета в своей обуви. Сестры ищут почета в сумочке, которую носят. Телефон, который у меня есть, в этом почета ищу. И что сделал Аллах? Аллах унизил мусульман. Теперь у нас самая дешевая кровь, самая дешевая честь, самые дешевые люди в мире. Люди без значимости. Миллионы мусульман умирают. Этого даже в новостях нет. И как бывает, один не мусульманин умер, все газеты, все обложки этим заполнены. Кто-то в Париже умер, кто-то убит атакой террористов. А миллионы мусульман каждый день мрут. Да что там, они бесполезны, незначимы. И не думайте, что это унижение происходит по причине того, что те люди сильны. Это унижение из-за того, что мы покинули источник почета. Если хочешь почета, мой брат, моя сестра, единственный путь к почету – это путь Аллаха Азза ва Джаль и сунна Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Просим Аллаха сделать нас теми, кто практикует то, что услышал. Мы предлагаем вам стать частью проекта и поучаствовать в распространении нашей религии. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Указывающий на благое подобен совершившему его».